Здравствуйте, с вами я, Айджан Алмсеитова и Тамиров Лайф. Сегодня поговорим о фейках и троллях. Айрым, гнида, мы знаем, где учатся твои дети. Это самые цензурные выражения, которые приходят журналистам-блогерам в комментарии или сообщениям в личку. За ними стоят фейковые аккаунты и тролли. Для них не существует рамок приличия, законов. Их цели – запугать оппонентов, заполонить все информационное поле в социальных сетях. Это сегодняшняя реальность. Фабрика троллей в Кыргызстане существует, и это видно невооруженным глазом. Где они сидят и кто оплачивает их работу? На эти вопросы могут ответить правоохранительные органы. Но уже точно можно сказать, какие политики стоят за ними. Мы же сегодня расскажем о своем исследовании, которые позволили нам понять масштабы их работы и увидеть их методы. Мы взяли новость о выдвижении кандидатуры Садыра Джапарова в президенты на разных СМИ, популярных группах и известных блогеров. В целом под всеми этими публикациями было оставлено около 1500 комментариев. Их написало более 1100 аккаунтов. Из них более половины оказались фейковыми или сомнительными, а точнее 603 и чуть более 500 реальными. А теперь вернемся к фейковым и сомнительным аккаунтам. Как мы определили фейковость аккаунтов? Давайте на примере разберем этот аккаунт. Обычный аккаунт, кыргызское имя, фото молодой девушки. Начинаем искать фотографию, и оказывается, на этой фотографии вовсе не Гулянда, а Мисс Мира 2018 Наталья Строева. Примечательно, что эта фотография популярна среди фейков. В расследовании Open Democracy фотография этой же Натальи Строевой была использована для фейка под именем Талайгуль Омуралиева. Перейдя по ссылке на ее профиль, мы видим, что эта страничка переименована на Зайнеп Арстамбекову. Это еще один тип поведения фейков. Есть определенно фанаты политиков, которые могут забросить все дела и активно участвовать в боях в социальных сетях, но не настолько, как в следующем примере. Отдельные аккаунты весьма плодовиты. К примеру, Алмаз Эльбирсов. Фотография, естественно, не своя, на ней изображены два алтайских казаха. 100 постов за 3 дня. Представляете? 100 постов. Эти же публикации размещает и другой фейковый аккаунт, с разницей в несколько часов или на день позже. Такой слаженной работе может позавидовать любая компания, ну или политическая партия, или кандидаты в президенты. Впрочем, они об этом сами прекрасно знают, потому как сами использовали фейковые аккаунты во время прошедших выборов. Итак, большинство активных фейковых аккаунтов были созданы в год парламентских выборов в 2020 году. И опаньки, в сентябре, октябре больше, чем другие месяцы. И это не конец троллевым войнам. И борьба идет нешуточная. В социальные сети сливаются обсуждения в закрытых чатах, где троллям даются команды и установки. Айтып атам го, кирип дизлайк баскыла. Теги адаханчылардыкы ашык болуп атат. Биздики Садырдыкы кемирээк болуп атат дизлайк. Теги жактагандай болбой, жактабаган дизлайк баскыла деп түшүндүрүп айтып атам го мен. Буга басмак турсун, мен түз эфирде азыр 40 мүнөт отурдум. 40 мүнөт отуруп патчагын чыгарып чыктым. Бу сволочтардычы. Лайк канча болуптур, дизлайк канча болуптур, айтып койгулачы. Дизлайк 300 болуптур, анан кийин лайк 366 болуптур. Год назад фактчек KG вычислил матраимовских троллей. Тогда все было наглядно. Более 80% критики Азаттык было сделано с фейковых аккаунтов. В этом году же картина чуть поменялась. Такого превосходства фейковых аккаунтов в комментариях нет, но с реальными аккаунтами творятся чудеса. Владельцы профилей Facebook начинают отказываться от своих слов. К примеру, владелец аккаунта, угрожавший Кларе Сооронкуловой, утверждает, что его взломали, или он этого не писал. Мен Сооронкулова Клара эжеге айтайын дегеним, мен аккаунтумдан башка бирөөлөр кирип жазыптыр. Аны мен жазган эмесмин. Бирок мен сиздерди урматтап кечирим сурайм. Еще один аккаунт, автор бескультурщины в комментариях, тоже оказывается взломан, о чем уже в личном сообщении пишет с того же аккаунта сам владелец.
при этом предоставляя доказательства взлома. Но ни тот, ни другой не дали железных доказательств, что это не они написали. Вернемся к изучению фейковых аккаунтов. Мы изучили, с кем они дружат. Оказалось, что дружат они с такими же фейковыми аккаунтами, но более раскрученными. Друзья в основном фейки с большим количеством друзей и подписчиков. Эти аккаунты также отличаются активностью. В день публикуют не менее десятка постов политического характера. Например, этот профиль. 1287 друзей и 35 фото. 30 из которых фотографии тех или иных политиков. И всего лишь 5 личных фото, на которых изображена никакая не Сауле, а филиппинская модель Паулина Со. Перейдем к публикациям. 4 ноября сделан первый пост. И на следующий же день этот профиль публикует пост политического характера. Мы выделили два вида троллей. Производят текстовый контент и имеют большое количество подписчиков. Вторые же делятся просто публикациями в группах и комментируют. У них обычно нет публикаций на своей ленте и небольшое количество друзей и подписчиков. Итак, фабрика троллей в Кыргызстане – это реальность. В этой реальности нам надо приноровиться жить. Вот вам список признаков троллей в социальных сетях. Признаки троллей. Первый. Уходят от темы, переводя разговор на что угодно, только не на предмет статьи. Вторые. Бесконечно придираются к словам, заостряют тему на не относящихся к делу вопросах. Третьи. Придираются к грамотности собеседника, не будучи сами при этом достаточно грамотными. Четвертые. Домысливают какие-то факты из вашей жизни, не будучи с вами знакомыми. Приписывают вам несуществующие недостатки и проблемы. Пятые. Говорят от имени других, например, всем известно или да над вами вся сеть смеется. Шестые. Делают неуместные обобщения, да такие, как вы, всегда. Это женская манера и тому подобное. И это не полный список ухищрений, на которые идут тролли. Но самое главное, они стараются любыми путями затянуть беседу, превращая все это в абсурд и фарс. После разговора с троллями вы чувствуете себя выжатыми и утомленными. По сути, троллинг – это форма обмана, когда при помощи ухищрений троллей политики уходят от ответственности и создают видимость общественной поддержки в социальных сетях. Будьте внимательны, не ведитесь на манипуляции. Мы же продолжим изучать и противодействовать фейкам и троллям. С вами была Айджана Алмсеитова. До новых встреч!